Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. Подводим итоги дня и коротко о темах выпуска. 3 человека погибли сегодня в страшном ДТП в Бавлинском районе. По предварительным данным, заснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с военным автомобилем КАМАЗ. Все детали ДТП в репортаже Вероники Гайнутдиновой. Меньше вывоза, больше мусора. Это вонь, у нас специально мы и окна открыть не можем. Почему мусорные площадки авиастроительного района превращаются в свалки, выяснял Рамиль Шайдуллин. Он вернулся на родину спустя десятилетия. Очень долго ждали, переживали, волновались, надеялись, что все равно найдут. Сегодня в Казани семье вернули личные вещи бойца, погибшего в годы войны. О важной миссии поисковиков расскажет Рамиль Галиуллин. Подтопленные подвалы, плесень и неприятный запах. Жители поселка Осиново уже полгода жалуются на работу местной КНС. Тараканы уже бегают, запах по всему дому. Ну как жить дальше-то, вы скажите нам? Когда решится проблема, выясняла Сирина Васильева. Семья из 3 человек погибла сегодня в страшном ДТП в Бавлинском районе. Легковушка столкнулась с КАМАЗом. Авария была настолько сильной, что на 2 часа пришлось перекрыть трассу федерального значения М5 Урал. От удара машины раскидала по полосам, проехать другим участникам движения было невозможно. Что могло произойти в 6 утра и что известно о водителе, который выехал на встречку? Детали ДТП у Вероники Гайнутдиновой. Пробка почти на 5 километров растянулась сегодня утром на трассе М5 в Бавлинском районе. Дорогу перекрыла госавтоинспекция. На этом участке произошло смертельное ДТП. Столкнулись легковушка и КАМАЗ. Как видно на этих кадрах, от Ниссана буквально ничего не осталось. Иномарка превратилась в груду металла. Раскиданные вещи, повсюду кровь. Удар был такой силы, что грузовая машина перевернулась. Помялась ее кабина, вмятины и в кузовной части. ДТП произошло у села Александровка. Ниссан предварительно двигался в сторону Самары. Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с военным КАМАЗом. Видно, у легковушки сработали подушки безопасности, но это не спасло. Все, кто находился в иномарке, погибли. В результате ДТП 64-летний водитель и 42-летний пассажир скончались на месте ДТП. 65-летняя пассажирка, которая, находясь на переднем сиденье автомашины Nissan Tiida, скончалась в карете скорой помощи. Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются. Все они оказались жителями Краснодарского края. Это была семья, муж, жена и сын. Стаж водителя Ниссана огромный. За рулем он ездил 48 лет. По предварительным данным, мог уснуть во время движения. Уважаемые водители, будьте бдительны. Если чувствуете себя, что уже засыпаете, утомились, лучше остановиться, отдохнуть. Данное ДТП будет рассматриваться на комиссии по безопасности дорожного движения Бавлинского муниципального района, также и на республиканской комиссии. КАМАЗ был новый, без номеров. На кадрах видно, салон еще в пленке. Водитель выжил. На место ДТП приехал военный комиссар района. Я прибыл на место происшествия, также разбираемся, докладываем оперативным дежурным по команде в этом происшествии. С начала года в Татарстане произошло больше 1600 аварий. В них погибли 176 человек и больше 2000 пострадали. В этом году мы имеем рост тяжести последствий, то есть рост количества погибших на дорогах республики. При этом количество дорожно-транспортных происшествий и количество пострадавших людей значительно снижается от 10 до 12%. Наравне с этим мы имеем на сегодняшний день на 36 человек погибших по сравнению с прошлым годом. Госавтоинспекция республики назвала районы, где у водителей больше 100 штрафов. В антирейтинге лидирует Казань. Здесь их не оплатили 222 водителя. В Набережных Челнах 41, 15 в Лаишево. В Нижнекамском районе 13, в Пестрецах и Елабуге по 11 нарушителей. Всего по республике 402 автомобилиста имеют больше 100 неоплаченных штрафов. Вероника Гайнутдинова, Владимир Гурьянов, Булат Минязов, ТНВ, Бавлинский район. Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане увеличилось до 9. 5 из них находятся в республиканской инфекционной больнице. Состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Все заболевшие отдыхали на природе в пределах республики. В Роспотребнадзоре отметили, за весь 2023 год лихорадкой Западного Нила переболели всего 8 татарстанцев. Главный источник болезни – птицы. Человек заражается чаще всего при укусах комарами.
Авиастроительный район Казани утопает в мусоре. Хуже всего ситуация в его пригородных поселках. Сегодня к проблеме подключились надзорные ведомства. Они обнаружили 15 площадок, где есть нарушения. Прокуратура Казани внесла представление руководителю регионального оператора УК ПЖКХ и главе районов. Оказалось, одни вовремя не вывозят мусор, другие не контролируют. О том, как оборудованные площадки превращаются в стихийные свалки, репортаж Рамиль Шайдульна. Мусор сюда везут тележками, легковыми автомобилями и даже грузовиками. Это контейнерная площадка на Давыдово авиастроительного района. Одна на несколько улиц частного сектора. Вывозить мусор, говорят местные, никто не торопится. Тут еще больше было. Почему так много накапливается-то? Не вывозят, что ли? Да. Поскольку не вывозят? Бывает неделю. Бывает 3 дня. Жители обратились в прокуратуру и к экологам. Факты нарушений подтвердились. На 6 площадках выявили систематический сбой графика. Мы выявили тот факт, что имеет место быть несвоевременный вывоз, который должен осуществляться в теплое время, а именно при плюс 5 градусов ежедневно. За это возбуждено административное производство в отношении УК ПЖКХ, и оно будет привлечено к административной ответственности. Переполненный контейнер еще полбеды. Рядом есть свободные соседние, поэтому в случае чего домашний мусор можно оставить здесь. Куда сложнее с мусором крупногабаритным или строительным. Их можно выбрасывать только в специализированные бункеры. Но здесь их нет. Отсюда и появляются вот такие огромные кучи. Если за вывоз отвечает регоператор, то за обустройство уже муниципальные власти. Проверка показала, большинство площадок не отвечает требованиям. Где-то нет бункеров, где-то баков для раздельного сбора, где-то и самих контейнеров. Если мы были на предыдущем месте, это было похоже на контейнерную площадку, то есть оборудованную как-то, то здесь это больше похоже на несанкционированную свалку. Это площадка на Камышинской. Из-за скопившейся горы мусора ее даже не видно. По словам жителей, с весны мусоровозы начали приезжать раз в месяц. Раз в месяц, наверное. В том году и у них какая-то бригада была, они прям зачищали после того, как увезут мусор. Вот с этого года началось. Эта вонь у нас постоянно, мы и окна открыть не можем. Из-за того, что выглядит как несанкционированная свалка, люди, проезжая, просто бросают сюда. В свалку превратилась и площадка на Черкасово. Это улица Центрально-Мариупольская. Мусор летает далеко за пределами контейнеров. Экологи совместно с прокуратурой объехали 15 проблемных площадок авиастроительного района. Из них 11 в поселке Северный. Там, где мы зафиксировали площадки, факты накопления твердых коммунальных и иных строительных отходов, да, там, где зафиксировали несвоевременный вывоз, они чистятся. То есть по нашим актам реагирования устраняется все это. В принципе, достаточно быстрая реакция идет, да, и местных властей, и регионального оператора. Но вот системной работы на сегодняшний день не налажено. После нас на место приехали и мусоровозы. Вот так стала выглядеть площадка на Давыдово, так контейнеры на Камышинской. Как сообщил регоператор, причина переполненных площадок в складировании строительного мусора и нехватке контейнеров. Региональный оператор делает все, что может, в том числе вывозит строительный мусор, который в огромном количестве складируется жителями и серыми возчиками за свой счет. Строительный мусор не входит в ТКО и должен оплачиваться отдельно. Также одной из проблем является отсутствие необходимого количества контейнерных площадок. Строительство и содержание контейнерных площадок в поселках – обязанность администрации района. В районной администрации отмечают, федеральный закон делил их полномочиями только по созданию и содержанию контейнерных площадок, но не по установке спецконтейнеров для строительного мусора. Обязанность в виде установки специальных контейнеров под вывоз строительного мусора законодательно не закреплена. Договор на вывоз отходов заключен между жителями УК ПЖКХ напрямую. Администрация стороной договора не является. Жители самостоятельно заказывают спецконтейнеры у регооператора для утилизации строительных отходов. Две стороны и две позиции на проблему. Пожалуй, пока ни одна из них не желает взять на себя эту ответственность. В адрес главы администрации района Рената Шамсудинова и руководителя регооператора Евгения Чекашова внесены представления об устранении нарушений по закону. На это дается месяц. Рамиль Шайдуль, Надель Миндубаев, ТНВ, Казань. Если вам есть что сообщить журналистам ТНВ, напишите на наш редакционный номер. Сюда можно прикрепить фото, отправить видео о тех событиях, свидетелями которых вы стали. Также можно сообщить о проблемах. Номер работает круглосуточно. Возможно, именно ваши сообщения ляжут в основу нового репортажа.
Татарстан продолжает находиться под влиянием обширного циклона. В Чистопольском районе прошла гроза. В результате попадания молнии сгорел дом в деревне Русские Сарсазы. От разгула стихии никто не пострадал. В Кукмарском районе местные жители засняли смерч. Этим летом подобные вихри уже стали привычным явлением. Несколько недель назад в селе Тангачи Лаишевского района смерч образовался на поляне между домами. До этого подобное явление заметили в Зеленодольске. На этой неделе небесная воронка уничтожила легкомоторные самолеты в аэропорту Бегишева. Владельцам причинен многомиллионный ущерб. Капризы погоды на этом не прекратятся. По данным Гидрометцентра, до конца недели в республике ожидаются дожди и грозы с порывистым ветром. Сегодня в Казани в Парке Победы поисковики из Орловской области передали родственникам личные вещи солдата Нуруллы Сайфуддинова из Рыбной Слободы. Идентифицировать его помогла медаль за боевые заслуги. Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Эти слова Александра Суворова давно стали негласным девизом поисковиков страны. Нурулла Сайфуддинов почти 80 лет считался пропавшим без вести. Как спустя годы возвращают имена героев. Репортаж Рамиль Галиуллина. Сайфуддинов Нурулла Сайфуддинович вернулся. В небольшой коробочке все, что 80 лет хранила земля. Личные вещи Нуруллы Сайфуддинова. Все эти годы в большой семье солдата ничего не знали о его судьбе. Сегодня артефакты вручили родным. Вот здесь ложка его, ножницы, нож, бритва. На фронт Нурулла Сайфуддинов ушел в 1941 году. Дома остались 4 детей. Попал в 3-ю минометную роту. В феврале 43-го получил медаль за боевые заслуги. Погиб осенью того же года, освобождая город Орел. Они какую-то высотку держали в Орловской области. Они троем были сначала. И когда высотку не могли брать, немцы, снайперы начали работать. Вот от одного бойца снайпер снял, и вот мой дедушка, командир отделения молодой был, 20 лет только, вот ему 2 раза прибегал. Как у тебя дела? Туда-сюда. Нурулла бы, все нормально у меня, ложись, снайпер же работает, он сказал. А когда вот последний раз уж прибежал, вот дедушка тоже снайпер снял там. Он же Сарпносободский район, деревня Башилга, где вот у них родной дом. Там постоянно висит вот эта фотография на самом видном месте. Всю жизнь родственники бережно хранят его единственную фотографию. Теперь он будто вернулся домой, говорят близкие. Очень долго ждали, переживали, волновались, надеялись, что все равно найдут. И дождались, как говорится. Я вот жалею то, что в свое время, видимо, еще маленькая была, мы не интересовались этим. А вот сейчас это очень актуально. В архивных документах Нурулла Сайфуддинов числился пропавшим без вести. Летом 2021-го в Орловской области поисковики нашли его останки. Рядом та самая медаль. Она и помогла выяснить, найден солдат из Татарстана. Медаль имеет номер. Этот номер соответствует учетной карточке награждаемого. Учетная карточка награждаемого прописана в журналах именно в эти дни, именно в определенные часы он совершил определенный подвиг. Медаль была только при себе. Выйти на родственников и передать бесценные реликвии помогают военкоматы и патриотические организации. В этом году тоже 23-го мы будем на захоронении в Волгоградской области, в Рассошках. Там, значит, было в прошлом году 1200, скажем так, захоронений неизвестных. И всего 23 именных. Представляете, да? Это 10% всего, которых находится. Поэтому, если даже один находится, скажем так, медальон бойца, это уже очень хорошо, особенно для родственников. Останки Нуруллы Сайфуддинова перезахоронили на Кривцовском мемориале в Орловской области. Родственники планируют посетить могилу теперь уже известного солдата. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. С этого дня те, кто заключит контракт на службу в зоне СВО в Татарстане, смогут единовременно получить до 1 700 000 рублей. Сумма складывается из выплат от республики 1 500 000 рублей, Минобороны 400 000, городов и районов Татарстана до 300 000. Увеличение выплаты связано с новым указом Владимира Путина. Он довел федеральную выплату до 400 000, и она действует до конца года. В Татарстане сейчас одна из самых высоких единовременных выплат в России для контрактников. У нас ее увеличили на 500 000.
тысяч еще в начале июля. Подписать контракт можно в любом городе или районе республики. Для этого необходимо оставить заявку по указанным на экране номерам. В Набережных Челнах увеличилось количество желающих подписать контракт на военную службу. За день только в военкомат Автозаводского и Центрального районов обращаются до 20 человек. Приезжают жители и из других городов России, и из зарубежья. По словам мужчин, в республике одни из самых лучших условий. Это флакончик духов от моей любимой девушки, которая передала мне их с собой, так сказать, на специальную военную операцию, чтобы я ее не забывал. И она всегда мотивировала меня этим запахом. А еще воодушевляла на победу, рассказывает Иван. 20-летний парень приехал из Люберец в Челны, чтобы подписать контракт на военную службу. Родные приняли его выбор и поддержали. Девушка, конечно, расстроилась, но все равно отпустила, потому что понимает, что не удержишь меня. Потому что это вот решение мое помочь нашим солдатам там одержать победу. 21-летний Сергей из Сыктывкара с собой увозит оберег с пожеланиями вернуться домой живым и здоровым. Подарил друг мне цепочку на прощание, так сказать. Сказал, вот тебе оберег, приезжай, жду тебя. И отпустил с Богом, можно сказать. Самый молодой из всех, кто подписал контракт, 18-летний Анатолий из Свердловской области. Он с детства хотел быть военным. Его прадед – участник Великой Отечественной войны. В Челнах встретили хорошо, мне билеты, получается, оплатили, купили, все. От вокзала до вокзала заказывали такси. Здесь меня встретили, привезли в гостиницу, заселили, все хорошо. Хочу вот направление, связанное с техникой. То есть водителем автомобиля, там Урал, КамАЗ, или водителем БМП. Люблю технику. Я решил поехать подписать контракт, потому что у меня брат служил по контракту. Я по его примеру, грубо говоря, по его стопам. После подписания контракта военнослужащие прибудут в Казань. Здесь их распределят в воинские части для обучения. Затем они направятся в зону проведения СВО. Светлана Звонарева, Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов, ТНВ, Набережные Челны. Дел полная конюшня. Экс-главу Казанского ипподрома заочно обвинили в даче взяток. Ветврач признала подлог. По делу о субсидиях на сельское хозяйство привлекли уже 6, а ключевой фигурант так и не допрошен. Как по бумагам везли американок, француженок и русских, а на самом деле их не было. Читайте в интернет-газете «Реальное время». Рустам Минниханов посетил Новый Херсонес в Севастополе. Комплекс открыли 30 июля. Историко-археологический парк построен по поручению Владимира Путина. На 24 гектарах возведены 30 объектов. В сопровождении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона Рустам Минниханов осмотрел комплекс. Ему рассказали о концепции парка и его историческом значении. Райс республики также посетил Севастопольскую детскую школу искусств. Рассказал, что в Казани планируют открыть центр ремесел, в котором можно было бы использовать наработки Севастопольской школы. Первые школьные линейки нового учебного года пройдут в Татарстане 2 сентября. В связи с тем, что День знаний по календарю выпал на воскресенье, Министерство просвещения России рекомендовало регионам провести торжества в понедельник. В нашей республике впервые за парты сядут 53 223 ученика. Это на 2000 меньше, чем год назад. В Татарстане к началу учебного года планируют открыть 8 новых школ и 2 дополнительных корпуса. Их строят в Лаишевском, Высокогорском, Пестричинском, Кокмарском районах, в Набережных Челнах и Казани. В Минобре республики подтвердили смещение даты школьных линеек. 1 сентября это получается воскресенье, поэтому мы получили письмо из Министерства просвещения Российской Федерации, что переносится на 2 сентября. Так что 1 сентября для наших детей не отменяется. Оно будет просто 2 сентября. Сегодня в России вступил в силу ряд изменений. Поменялись правила получения единого пособия на ребенка. Расширился функционал госуслуг, заработал зеленый ГОСТ в частном строительстве. Подробнее об этих и других новшествах в нашем обзоре. 5 августа в стране изменится правило назначения и выплаты единого пособия на ребенка до 17 лет. Оно будет назначаться по месту фактического проживания или временной регистрации, без предоставления заявителям документа, подтверждающего адрес. Помимо этого, на федеральном уровне повысить пособие тем, кто в августе будет переоформлять детские выплаты, назначенные в прошлом году. Заработают новые требования к банкам и микрофинансовым организациям по взаимодействию с должниками. Теперь, напоминая о возврате просроченного кредита или при обсуждении вариантов погашения, компании должны записывать и хранить информацию о разговоре не менее 3 лет. О проведении записи клиента должны оповещать в начале общения.
Росстандарт утвердил национальный стандарт зеленого, то есть экологичного жилищного индивидуального строительства. Он включает 45 критериев, среди которых архитектура, экологическая безопасность и инфраструктура. В зависимости от них объекту ИЖС будут присуждать оценки – золото, серебро или бронза. Узнать историю получения госуслуг теперь можно онлайн. Информация будет отображаться в личном кабинете. Пользователь увидит информацию о регистрации запроса или заявления, приглашении на прием и результат оказания услуги или меры социальной поддержки. С 1 августа пересчитают пенсии работающих пенсионеров. Это происходит не за счет индексации, а в зависимости от уплаты работодателям социальных взносов в 2023 году. Размер прибавки рассчитывается автоматически и индивидуально. В августе завершается период поступления в российские вузы. Университеты будут принимать оригиналы документов до 3 августа. Если абитуриент планирует поступать на платной основе, то срок продлевается до 20 числа месяца. Дмитрий Аринин, ТНВ, Казань. Жители порядка 2 десятков многоквартирных домов поселка Осиново Зеленодольского района страдают от регулярных прорывов канализационных сетей. Плесень, комары, затопленные подвалы. Люди жалуются на ухудшение состояния здоровья. Из-за неработающей системы водоотведения 2 месяца дети не могли ходить в садик. Сегодня на место выехала наша съемочная группа. Появились вот грибы, посмотрите, плесень черная. Это ванная комната Алсу Шакировой. Из-за постоянной сырости стены покрыты плесенью. В квартире летают комары, завелись блохи. Все из-за подтопленного подвала, говорит женщина. В Осиново уже 2-й месяц протекает канализация. Когда мы в больницу легли, нам врач сказала, может, говорит, у вас дома черная плесень есть? Я говорю, да, у нас топит подвал. Слышите, как вода течет? Вода бьет ключом и в подвале 9-го дома на Молодежной. Подвал полный. И может он не сегодня, так завтра уже обрушится. Такая же проблема и на улице Майская. Если брать только 7-й дом, здесь проживает порядка 200 человек. Во всех 4 подъездах подтоплен подвал. Уже при входе сюда стоит зловещая вонь. Если тихонечко прислушаться, то можно понять, что вода здесь не просто стоит, она течет не переставая. На протекающие канализационные трубы жалуется практически каждый житель Осинова. В мае началась череда прорывов. Для решения проблемы обращались в исполком села. Писали письма в другие инстанции. Мы же каждый месяц платим. Нету здесь у нас должников, нету. Мы платим огромные деньги. Где эти деньги? Проблема в изношенных сетях. Они проложены в 1978 году. Необходимо обновить около 20 километров труб. Их не ремонтировали последние 7 лет. Как нам сообщили в исполкоме, до конца 2023 года они были на балансе водоканал «Сервис». Он отказался от обязательств 31 декабря. В срочном ремонте нуждается и насосная станция, которая уже полвека. Из-за устаревших запчастей работает со сбоями. Вся грязная вода стекает во враг. На данный момент гарантирующим поставщиком услуг назначен МУП «Водоканал» города Казани. Но поставщик еще не приступил к своим обязанностям, так как для приведения системы в нормативное состояние требуется более 70 миллионов рублей. На данном этапе ремонтные работы выполняются силами Осиновского сельского поселения. Ситуация находится на особом контроле. Проверку начала прокуратура. В адрес исполкома Осинова внесено представление об устранении нарушений. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 254 Уголовного кодекса Российской Федерации «Загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности». Фактическое устранение нарушения находится на контроле прокуратуры. Место канализационных стоков изучили инспекторы Минэкологии и Росприроднадзора. Они изъяли пробы воздуха и почвы, выявили превышение допустимой концентрации сероводорода. Ущерб окружающей среде составил более 750 тысяч рублей. В адрес исполнительного комитета Осиновского поселения направлено требование о возмещении вреда в добровольном порядке. Исполком села направил заявление Казанскому водоканалу с просьбой принять на обслуживание сети водоотведения. В случае отказа он будет вынужден обратиться в суд. Сирина Васильева, Наиль Абдуллин, ТНВ, Зеленодольский район.
Центр избирком Татарстана зарегистрировал на выборы в Госсовет Республики 395 кандидатов. Об этом сообщили сегодня на заседании ЦИКа. Сейчас идет проверка документов у одномандатников. Она завершится завтра. Напомним, ранее были зарегистрированы 5 партсписков: ЛДПР, Единой России, КПРФ, Справедливой России и партии «Новые люди». Также сегодня ЦИК утвердил форму избирательного бюллетеня. Партийный бланк будет отпечатан краской светло-зеленого цвета. В нем будут указаны наименования и эмблемы партий, фамилии, имена, отчества первых 3 кандидатов партсписков. Для выбора одномандатников бюллетень будет светло-розовым с информацией о каждом кандидате. Оба бланка будут на 2 государственных языках – русском и татарском. Завтра здесь, в нашем зале заседания Центральной избирательной комиссии республики, мы проведем жеребьевку между партиями и участницами выборов по распределению порядковых номеров бюллетеней, что позволит уже утвердить текст, соответственно, бюллетеня. Я член Центральной избирательной комиссии, СМИ приглашаю на эту жеребьевку. Нурлат принял автобусный марафон «Единая Россия объединяет». С жителями встретились кандидаты в депутаты Госсовета Алсун Абиева, Шамил Ягудин, Тимур Камалетдинов и глава района Дамир Ишкинеев. Одна из актуальных тем встречи – специальная военная операция. На сегодня почти 400 нурлатцев выполняют свой воинский долг. Организован набор на контрактную службу. В этом году добровольцами ушли 70 человек. В Татарстане активно поддерживаются направления патриотического, военно-патриотического воспитания, как Министерство молодежи, так и иными государственными структурами. Делается все для того, чтобы с молодежью была постоянно выстроена структурная работа. Участники рассказали о реализации федеральных и республиканских программ в Нурлатском районе. Сейчас строят новый детский оздоровительный лагерь, капитально ремонтируют школу. По программе «Наш двор» преображаются городские площадки. Татарстанские либерал-демократы сегодня встретили своего федерального однопартийца. С рабочим визитом республику посетил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он встретился с участницами и победительницами конкурсов «Мисс» и «Миссис Татарстан», которые занимаются благотворительностью и социальными проектами. Также Ярослав Нилов посетил Иннополис, пообщался с айтишниками, ознакомился с их разработками и процессом подготовки специалистов. В Иннополисе собирают с регионов ребят-умниц с большими баллами по ЕГЭ, давая возможность им самореализовываться, получать знания, открывать свои стартапы, продвигаться, оказывать помощь организациям коммерческим и государственным, отбивая атаку внешнюю. Мы проживаем в состоянии информационной серьезной войны и борьбы. И в завершении выпуска красивые кадры из Казани. Настоящий цветущий сад раскинулся в одном из дворов на Чутаева. Здесь в клумбах растут десятки сортов цветов. Лилии, гортензии, хосты, флоксы. Все не перечислить. Обычный двор стал мини-общественным пространством и любимым местом отдыха жителей. Это произведение ландшафтного искусства создал не дизайнер, а простой житель высотки. Про таких, говорят, меняют жизнь к лучшему. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дихате. А я с вами прощаюсь. До встречи.